Всем добрый вечер. Здравствуйте, меня зовут Гульнар, я координатор татаро-башкирского движения в Москве, штаб татар Москвы. Вот у нас сегодня еженедельная встреча Якшанбе Яшлар Кишасы. На этой встрече у нас собираются студенты всех вузов, землячеств Москвы, Московской области. Мы рады вас всех приветствовать. Давайте похлопаем друг другу, поприветствуем. Her atna biz sizge яңа кешеләр алып киләбез. Бүген дә безнең кунаклар бар. Мы очень плотно сотрудничаем с Московским домом национальности и присутствуем на всех мероприятиях. Дом национальности проводит очень много мероприятий для нас, молодежи. И вот, например, у нас вчера молодежь участвовала в интеллектуальной игре, межнациональная молодежная интеллектуальная игра, и заняла второе место. Давайте поаплодируем. На самом деле мы пришли на абсолютном энтузиазме. Мы за полдня подали заявку, собрались. Очень Спасибо, что откликнулись, да, активисты у нас. Очень быстро скоординировались, собрались, пришли и заняли второе место. Я считаю, это для такого быстрого сбора это достойный результат. Это очень достойный результат, да, поздравляем вас, Рахмет. Алина Хасаншина, кто собрал заявку, собрала активистов, и вот за полдня, как бы даже не зная тему, наверное, вопросов, да, они у нас заняли второе место. Среди 10 команд, да, правильно? Да. Среди 10 команд, это очень похвально. Также летом было очень много спортивных мероприятий, мы участвовали в большом теннисе, у нас была спартакиада, мы участвовали по футболу от Московского дома национальности в турнирах. Как можно на футбольные соревнования? Перед тем, как у нас будет турнир, мы собираем команду, и в неделю по 2-3 раза будут как бы игры. Ну, то есть соревнования, перед соревнованиями они всегда собираются. И вас тоже призываем активно участвовать. Мы вот недавно на той неделе были на собрании нашего Московского дома национальности, и как раз у нас все есть, помимо татар и башкир, вы знаете, то, что у нас очень сильная комьюнити и других национальностей. Вот я лично познакомилась с АНО, Содружество именно Кореи, Павел. Сегодня пригласила его лично с нами познакомиться и выступить, рассказать, как они активно продвигают свое землячество, свое сообщество в Москве. В первую очередь хочу поблагодарить Гульнару за приглашение. Меня очень впечатлила ваша обстановка, ваша атмосфера, такая дружественная, семейная атмосфера. Мне кажется, это важно для того, чтобы, во-первых, знакомиться, да, потому что формальности они всегда отталкивают, а вот такое по-домашнему, семейное, это всегда сближает. И я успел познакомиться с несколькими ребятами, понял, что все студенты. И я уверен, что тот, кто инициирует такие встречи, да, вы потом будете благодарны этому человеку, потому что когда есть такой человек, который понимает, что нужно поддерживать молодежь, да, на него всегда можно, во-первых, рассчитывать, да, и это тот ваш старший товарищ, который вам всегда поможет, потому что он лично вас знает, и я уверен, что он вас, старшие ваши товарищи, да, они как бы такой делать небольшой фундамент, кирпичик, для того, чтобы когда вы тоже достигнете высот, точно так же подтягивали молодежь. Поэтому большая благодарность вашим старшим поколению, что они вот взращивают таких лидеров и сплочают ваше комьюнити. Меня зовут Павел Пай, я директор и основатель молодежного движения «Креатив Москвы». Как раз таки тоже с такой же целью мы в свое время в 2017 году основали команду, у нас тогда было 3 человека, и мы подумали, а что мы можем сделать такого полезного для общества. У нас было 3 человека, у нас были совсем разные интересы, и мы подумали, что общественная деятельность – это единственное, что может нас всех объединять и сплочать, и самое главное – принести пользу обществу. Долго думали, что мы можем сделать, и поняли, что на тот момент не было молодежной площадки для корейцев, которая бы помогала развиваться. Поэтому мы решили, что вот такая площадка, платформа, которая бы не объединяла не только корейцев, но и всех тех, кто интересуется корейской культурой, да, потому что корейская культура сейчас популярна, все слушают кей-поп, смотрят дорамы, и мы понимаем, что
как бы можно использовать этот инструмент для привлечения молодежи и дальше уже направлять в какую-то такую полезную деятельность. Да, идея сама возникла в 2016 году, а в 2017 году мы уже приняли решение, что мы хотим делать осознанно, серьезно, по-взрослому, развивать общественную деятельность. Когда я начинал, я оканчивал 4-й курс бакалавра, и вот с того момента мы до сих пор продолжаем вести деятельность на безвозмездной основе. У нас нет такого штаба замечательного. Вот мы с Чувапар общались, она встречала нас там и на разных площадках, и в среде своих, и Душевная Москва, и Точка кипения. Поэтому мы с одной стороны мобильные, да, но с другой стороны у нас нет какой-то своей базы, где мы могли бы собираться, хотя бы хранить свои вещи, потому что у нас весь инвентарь, он разрозненный, что-то у меня, что-то у других ребят. И когда у нас мероприятие, мы делаем ревизию, где что, у кого роллапы, у кого еще что-то. Поэтому есть у нас куда еще расти, но несмотря на это, мы понимаем, что желание, оно осиливает все остальное. Наша миссия – это мы развиваем молодежь и даем возможность реализовывать свои мечты через проектную деятельность и культуру. Как я сказал, что наша площадка не только для корейцев, а для всех тех, кто интересуется корейской культурой, но вообще в первую очередь это для всех тех, кто хочет себя в чем-то попробовать. Почему вообще лично я решил основать такую организацию? Потому что я помню себя на первом курсе, и вот у меня было много идей, много каких-то желаний, да, но не было единомышленников, с кем бы я мог что-то реализовывать. И не было финансов, и не было связей, знакомств, которые мы могли бы натолкнуть на это. И поэтому, вот когда я оканчивал вуз, решил, что вот мы с ребятами займемся тем, чтобы приглашать ребят, студентов в первую очередь, для того, чтобы они могли попробовать. Я расскажу там пару буквально кейсов. Ведем социальные сети, да, и девушка, она училась в Бауманке, пришла и рассказала историю, что она всю жизнь, пока училась в университете, хотела вести соцсети, но у нее не было навыков там дизайнерства, копирайтинга. И когда она попросила, сказала, что дайте я попробую сделаю в университете Бауманки, ей сказали, что слушай, нет, у тебя плохо получается, нам нужно что-то другое. Вот. И когда она пришла к нам, я это, не сразу это знал, она потом уже рассказала эту историю, пришла к нам, сказала, что я хочу заниматься социальными сетями. Мы сказали, что окей, вот себе социальные сети, занимайся, будем тебя поддерживать, да, там какие-то курсы тоже там скидывали все ребятами, оплачивали. И вы можете посмотреть на наши социальные сети, в телеграм-канале. Действительно есть результаты. И самое главное, что это не просто работа в стол, а самое главное же ребятам, особенно студентам, хочется признания, да, чтобы их работу увидели, услышали, получить обратную связь полезную и приятную. Поэтому мы площадка, которая даем возможности. Другой кейс, девочка, врач, она вообще по образованию медик и захотела делать форум для детишек, точнее даже не для детей, а для семей, у которых детишки особенные. Да, то есть она хотела поддержать родителей как-то морально, да, там, пригласить специалистов, рассказать о том, какие есть возможности у них. И мы вот просто собрались и подумали, а как же можем мы это сделать. То есть мы никак не связаны с этим, то есть у нас нет в этом никакого опыта. Но мы собрались и подумали, что мы можем сделать. И вот мы год разрабатывали программу, встречались с специалистами, которые работают с этими детишками, с тренерами, с учителями, с директорами школ, с благотворительными фондами. И спустя год мы, во-первых, придумали название, это «Семьи рассвета», это туда вшита небольшая аббревиатура, да. Это, детишки с диагнозом аутизм, там, у них вот аббревиатура РАС. Мы подумали, что здесь «Семьи рассвета» такое говорящее название для семей. И мы провели его. Карина, которая мечтала об этом проекте, в форуме, она вдохновилась, и он стал у нас на ежегодной основе. То есть очень важно дать молодежи возможности, и мы понимаем, что у нас уже есть большая база, ресурсная база. Мы вот как раз познакомились с Гульнаром в Московском доме национальностей.
Они нас всеобъемлюще поддерживают. И вчера у нас был большой азиатский фестиваль. Проходил он в культурном центре «Меридиан». По регистрации у нас там было 1700, но дошло до 1500 гостей. И все это делаем мы как бы своими усилиями. И вы знаете, ребята, которые как бы проходят через нашу деятельность, да, они в свои строчки резюме пишут о том, что да, они там организаторы таких крупных мероприятий, они классные проектные менеджеры. И многие ребята, они нашли работу, да, то есть студенты после окончания вуза, которых сразу берут на работу. Согласитесь, есть те, кто уже окончил, и можете вспомнить, как долго вы искали работу. Все спрашивали, есть ли опыт работы, какой у тебя опыт работы. К сожалению, пока вот наша система образования не позволяет, да, вот как-то параллельно учиться и работать. Поэтому мы как бы это тоже такой второй нюанс, да, который мы даем как бы ребятам, которые проходят через нашу деятельность. Она у нас как бы официальная, несмотря на то, что мы в 2017 году начали деятельность, это было просто вот мы собирались где-то, штурмили, да, организовывали мероприятия. Но в 2020 году, уже когда прошло 3 года, мы приняли решение, что нам какая-то нужна юридическая уже сила для того, чтобы официально подписывать соглашение, партнериться, например, с такими организациями, как ваша, да. Мы напрямую сотрудничаем с посольством, это может быть дальше будет. С 2019 года курируем это проекты, события. В 2023 году мы решили, что мы хотим создать свою передачу на радио. Она проходит у нас раз в 2 недели по понедельникам. В чем идея, в общем, этой передачи, почему нас включили в эфир? Мы пришли, кто знает Клименко Германа Сергеевича, советник президента по радио и интернету. Мы пришли к нему и сказали, что мы хотим, у нас есть такая идея, проект, рассказывать о нашей молодежи. Почему как бы этот проект зашел? Вообще мы с командой думали о том, что мы могли бы, какую пользу могли бы мы внести в эти наши непростые периоды. Да? Сейчас, понимаем, идет специальная военная операция. Когда она только началась, многие ребята, особенно молодежь, начала уезжать. Да, они наслушались вот этих поверхностных информационных как бы грязи. И было много того, ребят, действительно умных, перспективных, которые начали просто по непонятным причинам уезжать и как-то неблагодарно относиться к стране, где они живут. И мы просто подумали, что мы можем сделать. Мы не можем никак повлиять на эту ситуацию. И мы подумали, что мы просто будем приглашать ребят, и чтобы они рассказали о том, как условно, это может быть грубо звучать, да, не ныть, а искать возможности и реализовывать то, что как бы из того, что есть. А как это сделать? Потому что наши социальные сети, они не такие мощные, несмотря на то, что у нас там в телеграм-канале 5000 подписчиков, но как бы это не та аудитория, на которую можно было бы транслировать какие-то ценности, какие-то идеи, какие-то мысли. И мы пришли к Клименко Герману Сергеевичу и сказали, что у нас есть такая идея, мы хотим рассказывать, приглашать ребят абсолютно бесплатно, чтобы они делились своими кейсами, чтобы они делились своим опытом. И этот проект зашел, и вот благодаря Герману Сергеевичу у нас есть программа, куда мы приглашаем. Вы, кстати, можете нам написать, если у вас есть чем поделиться, мы можем пригласить вас. У нас это прямой эфир, да, там никак не монтируется, не вырезается. В прямом эфире у нас не так много прям зрителей охватов, но 5000 одномоментно смотрят. Да, потом это, конечно, остается в архиве, там как бы просматривается, еще как бы накручивается, прибавляется в просмотре, но в среднем 5000 одномоментно в прямом эфире смотрят. Поэтому хорошая возможность заявить о себе, рассказать о своих там проектах, о своих достижениях, результатах, потому что мы делаем это в первую очередь вот для вас, для талантливых, перспективных ребят. Хочется сказать, почему важно заниматься общественной деятельностью со студенчества, потому что это большая возможность проявить, во-первых, себя,
А во-вторых, это вопрос насмотренности. Да, вы видите, что делают другие, как они делают. Потому что вся наша деятельность, она выстроена на том, мы просто смотрим, что делают другие, и понимаем, как это адаптировать под себя. И просто смотрим не только там, допустим, у одной организации, да, вот, допустим, мы хотим сделать, представить футбольный турнир. Мы отсматриваем все возможные турниры, вплоть до там самых крупных, масштабных, и понимаем, что мы можем из этого взять и как это можем улучшить. Мы стараемся делать не то, что делают другие, да, допустим, футбольные турниры, их и так очень много. Мы делаем то, что как бы, стараемся занять свою нишу. Почему? Потому что очень важно правильно поставить цель. Да? Не просто мы хотим создать турнир, а мы хотим создать там турнир, который войдет в топ-3, например. Да? То есть, понятное дело, что сразу это не получится. Да? То есть мы сделали один раз, второй раз, третий раз, но мы знаем свою конечную цель. Да? То есть то же самое как бы у нас цели и внутри нашей команды. Да, мы не просто хотим делать классные проекты, мы не просто хотим быть классными ребятами, мы хотим там войти в топ-3 организаторы по корейской культуре, да, то есть чтобы что-то конкретное было, да, это в целом и про человека, когда вот ставит цели, и про команду, да, вот чтобы, вот, допустим, лидер правильно донес своей команде, да, что не просто мы хотим делать мероприятия, просто мероприятия могут сделать абсолютно все. А вот с конкретной целью, чтобы у всех было понимание того, что они выполнили эту цель, да, чтобы идти дальше. Вот это самое главное. Почему я про это говорю? Потому что общественная деятельность – это вообще не про деньги, да, это не про финансы, это не про зарабатывание, а это про человеческий капитал. Потому что чем больше у тебя связей, чем больше у тебя хороших знакомств, тем больше вероятности того, что ты сможешь достичь результата. И достичь результата, не пройдя вот эти миллионы инстанций, да, а сократить путь. Мы верим в то, что общественная деятельность, она должна начаться прям чуть ли не со школьных скамей. Да. Почему? Потому что общественная деятельность – это вот собрание, да, вот как сейчас происходит, это общение. Но почему-то про это все забыли, в школе об этом никто не говорит, в университете об этом никто не говорит. Да? Почему? Потому что в школе дети проводят вместе друг с другом 11 лет. Потом в вузе 4 плюс 2, да, бакалавр плюс магистратура, еще 6 лет. То есть за это время можно так подружиться. Ну, то есть этим ребятам уже потом дальше вместе жить. Да? Там кто-то кем-то станет, кто-то что-то достигнет. Да? А они уже за 6 лет могут так хорошо узнать друг друга. И вот тот, кто есть, те, кто, может быть, на первом курсе учится, это очень важно, чтобы вы как бы с первого курса находили единомышленников, да, хорошо узнавали друг друга. Потому что очень сложно сейчас особенно, да, найти кадры, да, и, не знаю, там, с кем-то партнериться. То есть это определенное время нужно для того, чтобы пройти вот эти вот, притереться друг к другу. Зачем это делать, когда ты можешь это сделать бесплатно? В вузе, да, там, когда какие-то сложные ситуации, когда там вы пишете, готовитесь к экзаменам, да, там есть такое, что там 40 вопросов, и вот в этом моменте проявляется, да, там есть люди, которые там делятся, да, допустим, давайте по 5 разобьем, да, там кто-то сидит один, нет, я лучше сам подготовлю все эти 40 вопросов, ни с кем не поделюсь, как бы вот эти моменты лучше бы знать заранее, да, чем потом ты узнаешь этого человека в бизнесе или там в общем деле, поэтому общественная деятельность важна. Я не призываю, чтобы все занимались этим профессионально, да, потому что это тоже отнимает много времени, внимания, но хотя бы посещать вот такие собрания, да, быть немножко причастным к общим мероприятиям, конечно, помогать и быть среди как бы своего этничества, своей национальности, потому что менталитет все-таки он тоже играет важную роль, огромную роль. Мы общались, да, и говорили о том, что это очень важно, да, понимать нюансы, именно культурные, исторические моменты. Поэтому даже просто если вы волонтерите там, в благотворительных фондах, участвуете в благотворительных акциях, это большой вклад в наше общее дело. Вот. Большое спасибо всем за внимание. Я благодарен вам, что вы слушали внимательно, поэтому готов посодействовать. Помимо того, что я занимаюсь общественной деятельностью плотно,
Я успел рассказать, что я год проработал в Росмолодежи, был начальником отдела по реализации нацпроекта образования. Это проект занимается, который внеучебной деятельностью в вузах. То есть на протяжении года я работал с проректорами по молодежной политике по всей стране. Мы с ними разрабатывали такой регламент для работы в вузах со студентами по внеучебной деятельности. Также я с детства занимался спортом, сейчас уже не занимаюсь, не выступая, но с 5 лет занимался тэквондо и долгое время выступал. И когда учился в университете, и когда учился в магистратуре, я, наверное, после первой магистратуры уже перестал выступать. Но спорт тоже повлиял на то, чтобы как-то кто занимается спортом, я думаю, понимает меня, да, что это определенный характер, выносливость и так далее. То есть вот эти все сложности, они в спорте, конечно, тоже очень сильно помогают. Окончил МГУ, геологический факультет, бакалавр и магистратуру. Вторую магистратуру тоже окончил в МГУ, но уже гуманитарное направление, это госуправление. У меня вопрос. Во-первых, я восхищена о том, что получилось проделать такую работу. Я думаю, что это за счет того, что все были включены и в финансовом плане, ну и включены. А до какой степени разрослась команда? Вот вы с 3 человек начинали, а вот сейчас примерно... Резидентов около 40, да, я думаю, там 35-36. Резиденты – это те, кто у нас непосредственно вкладывается в проработку, участвует в проектах, реализовывает все мероприятия. И больше 300 волонтеров, которые помогают именно непосредственно на мероприятии. То есть, если рассказать про структуру нашей организации, да, у нас раз в 2 недели проходят очные собрания по субботам. То есть мы все собираемся для чего? Для того, чтобы вся наша команда понимала, в каком направлении идет наша команда, да, наша деятельность. Потому что все в разных направлениях, все в разных проектах, и собрать для того, чтобы все были в общей повестке. У нас еще есть руководящий состав, есть совет лидеров и есть резиденты. Ну, то есть в совет лидеров и в руководящий состав это тоже резиденты, но у нас есть градация. Самое, наверное, сложное это руководящему составу и совету лидеров, потому что в субботу в 8 утра, каждую субботу в 8 утра у нас планерка. У нас это появилось недавно, с прошлого года, с сентября. Почему это появилось? Потому что, чтобы мы быстро, руководители и координаторы проектов, чтобы мы понимали, быстро, оперативно решали вопросы. Потому что проектов, мероприятий стало настолько много, что на собрании основном по субботам, которое раз в 2 недели, не успеваем обсудить. Помимо того, что есть еще внутри проектов собрания, там куратор, руководитель направления проекта, он сам назначает собрание, они собираются. Но я понял, что нужно собирать еще всех руководителей, координаторов, для того, чтобы были они в повестке. Потому что, допустим, социальные сети, да, контент-план, он выстраивается по всем проектам и мероприятиям, да, и чтобы он сразу был в курсе всего, вот в субботу его все загружают, говорят, что у нас будет такое-то мероприятие, нам нужны такие-то прогревы, нам нужны такие-то там разогревы, да, нам нужна такая-то подпитка, или там нам нужны там количество подписчиков увеличить в проектах, или там, не знаю, у нас вот недавно появилась практика стажерства, стажер нас очень сильно выручает, они относятся очень ответственно, серьезно к деятельности, когда им даешь задачку, да, так как это для них важно, получить вот эту документ о том, что они прошли практику, стажировку в университете, поэтому они очень ответственно к этому подходят, и нас они очень сильно выручают. И в том числе мы говорим, что нам нужны стажеры в этом направлении, нам нужны стажеры в соцсетях, нам нужны стажеры там, в проекте таком-то. И они, руководители, фиксируют все это. Конечно, сложно, мы не сразу... Конечно, были сопротивления у ребят, что, камон, в субботу, в 8 утра просыпаться, мы и так херачим, у нас нет зарплат, у нас еще есть членские взносы каждый месяц, куда в субботу еще просыпаться в 8 утра. Но здесь самое главное грамотно донести команде, да, объяснить почему и зачем, и в первую очередь быть примером для команды, да, что я тоже вкладываюсь, я тоже просыпаюсь в 8 утра, я не говорю, что идите в 8 утра соберитесь, что-то обсудите, потом мне там резюме скиньте. Нет, я точно так же просыпаюсь с ними, мы обсуждаем, прорабатываем все.
karlar yağar. Hareminde kızarım. Yoksa dağda karlar yağar. Hareminde kızarım.
Ona
çok güzeldi. Vallahi bu ballarına güzel pişerdi. İle yava, ileşken bir balık. Düşer bananlarım olsa kırmızı gönderdim. İle yava, ileşken bir balık. Düşer bananlarım olsa kırmızı gönderdim. Muhtara dinletsinler. Muhtarı Allah'ını düşmanlar görmesinler. Hile yava, iyileşken bir balık. Düşer fanaklarım olsa kırmızı gönderir. Hile yava, iyileşken bir balık. Düşer fanaklarım Vaside beni bul, düşer parlaklar bulsa. Vaside beni bul, vaside beni bul.